После 5 лет давления всего цивилизованного мира и ужесточения санкций, Россия находится в крайне тяжелом экономическом и геополитическом положении. Наводнение в Тулуне, пожары в Сибири, ядерный взрыв в Северодвинске, митинги в Москве, тотальное обнищание и социальная уязвимость всех слоев населения только усугубляют и без того незавидную ситуацию. После всего этого создается ощущение, что сама Вселенная гневается на матушку Россию. Казалось бы, почему? Ее имперские амбиции начали трещать по швам. Путин в растерянности. Его неудачи во внешней политике по Сирии и полный провал в операции по устранению Скрипалей заставили его искать иные рычаги давления. И здесь он переключился на своих соседей, стратегических партнеров в рамках Евразийского экономического союза и ОДКБ. Это и тщетные попытки навязать Беларуси договор о союзном государстве, то попытки пихнуть Казахстану в строительство ненужного АЭС, то желание влезть в Совет тюркских государств и многое-многое другое. Давайте вкратце же об этом сегодня и поговорим. Я, выступая на заседании комитета господина Гаврилова, сказал, что нам неминуемо придется, это еще одна тема, над которой я наряду с законом о репатриации собираюсь сосредоточиться, нам, если мы всерьез относимся к Евразийскому экономическому союзу, не миновать так же, как и Европейскому союзу, учредить гражданство Евразийского экономического союза, чтобы у каждого члена, наряду с гражданством России, у меня был также еще и статус гражданина Евразийского экономического, то есть второе гражданство Евразийского союза. Если мы намерены его развивать, а не играемся вообще в этот Евразийский союз, то мы обязаны прийти к общему гражданству Евразийского союза. Вот о чем я собираюсь тоже говорить и за что я собираюсь бороться в Государственной Думе. Ваше место у параши. Построить атомную электростанцию в Казахстане предложил президент России Владимир Путин. Обсуждая во время встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым вопросы двустороннего сотрудничества в политике и экономике, Путин высказался и об атомной энергетике. Развивается сотрудничество в области мирного атома. Работают 6 российско-казахстанских предприятий по добыче и обогащению урана. Предлагаем переходить к новым формам взаимодействия, имею в виду прежде всего возможность сооружения в Казахстане АЭС по российским технологиям. Что думают о строительстве АЭС в стране сами казахстанцы? Некоторые эксперты считают, общественность будет против строительства атомной электростанции в Казахстане. К примеру, экономист Мухтар Тайжан говорит, чем строить АЭС, лучше модернизировать устаревшие линии электропередач. По его словам, из-за устаревших электросетей потери транспортируемой в Казахстане электроэнергии составляют 30%. Бір АЭС болатын болса, ол электрокуаттың монополисті болады. Яғни бағалары өседі. Ал көп ана источниктер болса, мына гидроэлектростанциялар шағын, онда ол бәсекелестік пайда болады. Сонда электрокуаттың бағасы түседі. Ешқандай қажеттілігі жоқ біз. Kazakhstan is not Russian property. Құрметті отандастар, біз бүгін Нью-Йорк қаласында Ресей елшілігінің алдында Ресейдің қазаққа қарсы істеп жатқан қылмысы үшін шықтық. Нет российским полигонам! Казахстане! Нет российским полигонам! Казахстане! Нет российским полигонам! Казахстан! Қазіргі таңда Ресей Федерациясы Қазақстанда өзінің 7 әскери базасы мен полигондарын ұстауда. Ресейдің әскери базасы біздің елімізде болуы біздің ұлттық қауіпсіздігімізге нұқсан келтіруде. Ресейдің технологиясы артта қалған және өте қауіпті болып келеді. Және Ресей өзінің АЭС-ін Қазақстанда салғысы келеді. Ол өте қауіпті. Біз Ресейдің атом электростанциясы салуына қарсымыз. Ресейдің АЭС-не! Жол! Ресейдің АЭС-не! Жол! Что-то вдруг с ракетами. Ракета с 3 спутниками ГЛОНАСС упала на первой минуте после старта. Кто работал в космосе? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Добрый день. Здравствуйте, вы работали в космосе? Работал и немножечко понимаю в навигационной как раз системах. Значит, почему 10 секунд? Потому что космические ракеты стартуют медленно. Они по определению как бы нежная, хрупкая конструкция, перегрузок не держит. Поэтому потихонечку разгоняется. Поэтому она могла через 10 секунд взорваться на территории космодрома.
Да, и там проливается огромное количество гептила, которое Гептил. страшная дрянь, все там будет отравлено и Да. надолго и всерьез во все округи, и, может быть, нас выгонят с Байконура. Я бы выгнал, честно говоря. И полно своего места. Россия большая страна, и Казахстан не должен идти по пути России. Нет гептилу! В Казахстане! Нет гептилу! В Казахстане! Осы ұлы химиялық гептил қазақтың жерінің табиғатын, жерін, суын, ауасын ластап, және сонымен қатар біздің халықтың өлуіне әкеліп соғады. Мы против ОДКБ и Евразес! Мы против ОДКБ и Евразес! Мы против ОДКБ и Евразес! Оған қосылған ол біздің халықтың таңдауы емес.